Но, смотрите, господин Ермак, тем не менее, провел успешную операцию по обмену удерживаемыми лицами. Так это правильно называется. Я бы сказал так. Вот мы взрослые люди, и мы с тобой уже не первый день знакомы, да? С точки зрения успешности, во-первых, очень дискуссионно. Ну, фактически, да. Люди тут, Сенцов тут. Я понимаю, да. Но мы-то знаем, при каких обстоятельствах пограничники должны были быть освобождены, что было сорвано в результате... Моряки, да, я прошу прощения. Моряки. Что было сорвано в результате инициируемого президентом Зеленским обмена, то есть я имею в виду решение морского трибунала. Поэтому здесь я бы все-таки сказал, что это не успех Украины, это успех России, вот этот обмен. Россия этим обменом сняла с себя обязанность исполнить решение международного трибунала. Там еще суда остались, там 3 корабля осталось. Которые тоже подлежат возвращению. Да. Я думаю, дабы не попадать под санкции, они вернут эти как-то корыта. Дадут, да? Да. Тогда вот чуть остановимся на этой теме. Зачем Путин отказывался возвращать Порошенко? Вообще никого. Не говоря там про Сенцова, в принципе никого. За все время мы знаем только, ну, кроме таких обменов в Ордло, мы знаем только вот Чайгоза Умерова, да. И то там вмешательство Эрдогана, и то как вмешательство. Эрдоган отдал 2 грушников, которых, то есть свою добычу он отдал Путину, взамен Путин отдал Украине Умерова и Чайгоза. Больше ничего не было, полный отказ. И тут вдруг Владимир Путин превращается в доброго полицейского. И отдает не только всех, ну не всех, но много людей, да, конечно не всех, всех, кто вот на слуху был, моряки, еще несколько давно сидящих людей, понятно, что куча еще много, и Святотар сидит, украинцы, и так далее, но вот кто на слуху был в этот момент, и плюс Сенцова отдает, который вообще, как бы он говорил, никогда ни при каких обстоятельствах, он террорист и так далее, знаковая фигура, личный узник фараона, да? И вообще сейчас Путин ведет себя риторически, как добрый полицейский. Он поучает Украину, он дает полезные советы, он говорит, не надо ругать наших партнеров. Сейчас скоро братья опять, будем скоро братья. Вот что произошло, почему он отдал, во-первых, зачем, и что сейчас происходит вот с этой риторикой. Опять-таки, вот все это надо смотреть в общем контексте. Вот не имеет смысла вырывать некие отдельные пазлы, тогда просто разрывается общая картина. У меня складывается стойкое впечатление, я был бы очень рад и благодарен, если бы мы опубликовали стенограмму телефонных разговоров Зеленского с Путиным. Потому что у меня есть стойкое убеждение, что там речь шла не только исключительно об обмене пленными. Вы думаете, есть такие вещи, о которых по телефону можно говорить вот о каких-то политических вещах? Конечно. Конечно. Но как вы думаете, когда-то станут известны содержание телефонных разговоров? Вот Трамп-то с Зеленским как бы открыл. Ну, еще не полностью. А у нас вообще вот нет процедуры открытия разговоров таких? Я не знаю, я никогда не присутствовал при телефонных разговорах. Нет, а в принципе процедура есть парламентская или какая-то еще? Вот как запросить такую... Ну, насколько я помню, закон о временных следственных комиссиях Зеленский заветировал. Поэтому не знаю, не могу сказать. Но если брать в общем контексте, у меня складывается впечатление, что Путин понял, что Зеленский готов идти на фундаментальные уступки. И для того, чтобы подыграть Зеленскому, его популярности, был совершен этот обмен. После чего следует следующее действие Зеленского. Это формула Штайнмайера, которая, ну, мягко говоря, вызывает очень много вопросов